о недопустимости оставления поста Рамадана без причины. Тот, кто поел в светлое время Рамадана, ослушался Аллаха и его посланника, алейхиссалату вассалам, и совершил великий грех, за который ему следует принести великое покаяние. Если человек не постится по причине лени и нерадения, не имея приемлемого с точки зрения шариата оправдания, но не отрицая обязанности поста, то по общему мнению всех ученых он является нечестивцем, но не является неверным, и ему следует принести великое покаяние и не совершать подобного впредь. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Однажды во сне ко мне пришли двое и, взяв меня за плечи, привели к труднодоступной горе и сказали: поднимайся. Я ответил: поистине я не смогу. Они сказали: мы облегчим тебе это. И я стал подниматься, пока не достиг вершины горы, и вдруг я услышал сильные крики. Что это за крики? Спросил я. Это вопли обитателей огня, ответили они. Затем они повели меня дальше, и я увидел людей, подвешенных за жилы, их щеки были разорваны и истекали кровью. Я спросил их: кто эти люди? Они ответили: это те, которые разговлялись раньше времени. Если такому суровому наказанию подвергаются те, кто пренебрегал постом и разговлялся раньше времени, трудно себе представить, что будет с теми, кто вообще не соблюдал пост, не имея уважительной причины. Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: тот, кто нарушил пост одного дня Рамадана без уважительной причины, не сможет возместить его в полной мере, даже если будет поститься в течение всей жизни, пока не встретится с Аллахом. И если он пожелает, то простит его, а если пожелает, то накажет. Имам Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, сказал: у верующих принято считать, что тот, кто без уважительной причины оставил пост месяца Рамадан, хуже, чем прелюбодей, сборщик налогов и пьяница. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.